Witają wszystkich parafianów naszej parafii na początek rekolekcji Wielkopostnej, jakie сегодня rozpoczynają. Просим Духа Святого, как переменил наше сердце, мы почуем у сегодняшней Евангелии, так само, как наше житие переменялось, что денно, и как мы крочили в сторону и мкнулись Пана Бога и открыть нашу святость. Вітаю у нашій парафії отця Юрія Кармаліта, пробоща парафії Божого тіла і крові у Мінську. Так само прошу, как узначали в эту святую мшу, сказал Божие Слово, запрошаем на наступные дни, на понедельник и на вторник. Мы с князем Александром будем споведать подчас этой святой мши, как добре розпочати в цей час великопостних реколекцій, так само Великого посту. Князь Олександр сповідає у кіоскі, я буду сповідати у конфесіоналі. Нехай Бог буде з вами. Эту святую мшу князь отець Юрій справує за померлого Яна 7 днів по смерті, просячи радость життя вічного у Володарстве Небесnym. Braty i siostry, uświadamiaючи нашу слабость и грешность, на початку дня просим Пана Бога за все наши грехи, как чистым сердцем могли скласть эту наисвятейшую ахвяру, споведающая Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую за всюды Панну Марию, всех анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся.
наказал нам слухать Твоего милованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом, как очистивши зрок духовный, мы могли тешиться сузиранием Твоей славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владалицу верности Духа Святого, Бог правы все веки вечные. Читання книги Буття. У те дні випробовував Бог Авраама и сказал ему: «Аврааме». И он отказал: «Это я». Бог сказал: «Возьми сына твоего одиного, якого ты любишь, Исаака, и иди в землю Мория, и там принеси его на всеспаление на одной из гор, про якую я скажу тебе». Коли пришли на место, про якое сказал ему Бог, Авраам побудовал там ахвярник, и протягнул Авраам руку свою, и взял нож, как заколоть сына своего. Але анёл Пана покликал его с неба и сказал: «Аврааме, Аврааме». И он отказал: «Это я». Анёл сказал: «Не подымай руки твоей на хлопца, и не роби с ним ничего, вот теперь я ведаю, что ты боишься Бога и не пошкодовал сына своего одиного для меня». Узняв Авраам воші свої і убачив за собою барана, який заплитався в гущари рогами своїми. Авраам пойшов, взяв барана і принес його на всеспалення замість сина. Анёл Пана другий раз покликав Авраама с неба и сказал: «Клянусь, каже Пан, покольки ты зробив гэта и не пошкодовал сына своего одиного, то я благословлю тебе и помножу потомство твое, як зорки на небе и як песок на березе моря. И потомство твое здобудет брамы ворогов твоих, и отрымает благословление в потомстве твоих все народы земли. Вот ты послухался голосу моего». Это Слово Божие. Буду ходить перед Паном на земле живых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Я верно вытатыкали казал, я моцно притеченый, что не убачила Пана, смерть его святых. Буду ходить перед Паном на земле живых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Я принесу тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Буду ходить перед Паном на земле живых. Выконаю свои обетования Пана перед всем его народом. Ударом трону Пана сердце тебе Иерусалим. Буду ходить перед Паном на земле живых. Читання послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, коли Бог за нас, хто ж супротив нас? Той, хто власного сина не пошкодував, але віддав його за всіх нас. Ті ж так само не дасть нам разом і усього. Хто буде обвинувачувати вибраних Богом? Ті ж Бог, який оправдує. Хто буде осуджати їх? Ті ж Христос, який помер, а навіть больше той, воскрес, находится правовых Бога и заступается за нас. Это Слово Божие.
Дякую вам. Хвала Тобі, Слово Божає. Хвала Тобі, Слово Божає. З облака світлого прочувся голос Отця. Это Сын мой милованный, я дослушайте. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тобі, Господи. У той час Jesús узяв Петра, Якова і Яна і повел на високую гору особно їх одних, і перемянився перед ними. Оденье ягоное сталося блискучим і вельми белым, як ніводзін валюшник на землі не може выбелить. І об'явився им Ілля з Моисеем, і гутарили з Єзусом. І на это Петр сказав Єзусу: «Раби, добро нам тут быть, а мы зробим 3 шатры, один Тебе, один Моисею и один Іллі». Бо не ведал, что сказать, тому что яны сполохалися. І з'явилося облако, якое закрыло их, и з облака почувся голос: «Это Сын мой умилованный, Его слухайте». І одразу, коли яны огляділися навокал, уже нікого не убачили, апроч одного Єзуса. Коли сыходили яны з гори, загадав їм нікому не казати, що яны бачили, покуль Сын Чоловічий не воскресне з мертвих. І заховали наказ, розважаючи між собою, що значить воскреснуть. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Похвалил Иисус Христос. Дети, ходите сюда ближе до меня. Сюда. Прошу вас поговорим. Не бойтесь. Все. Ближе, я встану. Еще не ближе, не бойтесь. Трошку с вами сегодня поговорим, да? Розпочали би з вами час, який називається Великий пост. Так? Хто мені скаже, до якого свята нас Великий пост рихтує? Хто помнить? До Пасхи. Что такое Пасха? Что там мы вспоминаем? Какую подею? Иисус Христос воскрес. Коли Иисус Христос воскрес. Так? Можем сказать, что это цуд тебе? Да. Да? Кто сказал да? Чому это цуд? То есть, коли человек помирает, да, то он может сам ожить? Не может. Человек помирает, его ховают, да? И он уже, наверное, землю не вертается. А Пан Иисус помер, и он воскрес. То есть он перемог смерть, показал, что он Сын Божий, что он всемогутний. Так? А перед тем, как он воскрес, он, конечно же, помер. Як он помер? Просто помер? Как это было? Что там сталося? Кто скажет мне? Як Пан Иисус помер? Что за злодей? Его повесили на крышу. Его повесили на крыже, больше того, его прибили до крыши, да? Живьем руки и ноги, его прибили до крыжи. А на что? Чему он захотел померти? Для чего? Что, потому что его лечили, что он с другой краины и плохие. Поэтому вышли его расставить на крышу. Ну да, так его лечили, что он древний, да? Але сам Пан Иисус, он для чего он помер на крыше? Просто так? Не было ему чего робить? Чего он помер на крыше?
Альбо за кого, больше скажите. За кого он умер на крыже? За нас, а больше докладно за наши грехи, да? Мы добре ведаем, что часом робим добрые учинки, але часом робим дрэнные учинки. Але мы все хотим попасть после смерти куды? У рай, на небо, да? А как попасть на небо, треба быть без грехов. И вот Пан Иисус захотел нам допомогти в этом, да? Что помер за нас на крыже, избавить нас от грехов. Смотрите, Пана Иисуса символизует эта вот свечка. На Пасху мы урочисто ее запалим. Эта свечка має тут таких гроны такие червоненькие, бачите? Сколько их есть? Когда-то, да? Сколько их есть? Раз, два, три, 4, 5. А чему 5? Чему не 6? Чему не 7? Чему 5? Что они показывают нам? Я в форме крыжа добрый, да? Чему 5? Взрослые. Кто ведает? Чему 5? 5 ран Иисуса. Где были раны? На руках, где руки, да? На ногах, где ноги? 4 раны. 2 плюс 2 равно 4. И что 5 где было? Бог. Жаўнер пробил дзідой, да, Бог Иисуса. И оттуда пролились кровь и вода. Вот, бачите, образ Божьей милосердности, да? Сердце Иисуса пробито, а тут пролились кровь и вода, как знак любови до нас. Таким чином, Пан Иисус хочет, как вы были избавлены от грехов, да, у нас свое житие. И вы, когда против знак крыжа, возьмите правую руку, да? Правую руку. Сколько пальцев на правой руце? 5. Мы, когда робим знак крыжа, то, что кажем, во имя Отца, и Сына, и Духа Святого. Аминь. Да? 5 пальцев наших, и все ладошки так само символизует 5 ран Иисуса Христа, что мы являемся с Паном Иисусом Его ранами и просим Его допомоги. Да? Далее. Пан Иисус хочет, как мы потрапили на небо. Как мы потрапили на небо, нам треба тут на землі як жити. Добре чи древно? Добре. Робити добрі учинки і не робити древних учинків. Так? Була одна історія. Був такий хлопчик, якого звали Данила. Є Данила у нас в Києві? Нема? Нема. Данила. И он пошел в лес. Пошел в лес и спынился в лесе и крикнул на весь голос: «Гоп-гоп!» И почув отказ. Який? Як говориться? Гоп-гоп. Чому гоп-гоп? Як це називається з'ява? Ехо, або рехо, да, по-белорусски. Гоп-гоп. Почув, гоп-гоп. Я не ведал, что такое рехо. Подумал, что хтось прикалывается з нього, да? Хтось там, ему там перекривляє, да? И он на это крикнул: «Дурнила!» Что почув отказ? Дурнила. Крикнул jeszcze громче: «Дурнила!» Что почув? Дурнила. Знаете, я разловался, пришел до мамы и рассказывает эту историю. Мама, конечно, вельми засмутилась, что он казал так брыдко, на когось там дурнил. Мама ж ведала очень справа, да, и говорит: чему ты так брыдко кажешь? Вот, когда будешь казать брыдко іншим, то тебе так само будут брыдко отказывать. А ты поспробуй сказать добро, да? И наступный раз уже с мамой хлопчик пришел и крикнул доброе слово. Привитание. Почув привитание. Ты добрый. Почув, ты добрый. Вот мама сказала, что в отношениях с ближними нашими так само, если не хочешь, как тебе робили добро, то треба так само робить и казать добро. Але ці завсёды нам іншие люди добро кажуть? Не завсёды.
І тому, мої дорогі, важливо, каб ми, коли хочемо подобатися Пану Єсусу, каб ми завжди починали з себе. Каб ми гляділи не на того, хто дрэнна робить, а на того, хто робить добре. А добре нам зробив Пан Єсус. Інша історія була, один купець. Это было в Украине, такая называется, у Африцы одна країна есть, на Північній Африці, був купець, який, що купець робить? Купи-продай, да? Бізнесмен, да? Купи-продай. І ось він возив різні речі, продавав щось, там заробляв гроші, і однойчі переміщався у інший город, і наступив вечір, і він не поспів до города доїхати. Треба було йому спинитися на ночлег каля раки. І він спинився каля раки, а в його сумках було шмат каптуров. Що таке каптур? Каптур. Вот. Капюшон. Все знаєте каптури. На що він потрібний каптур? Як не було? Холодно. Коли холодно, то на голову направляємо каптур. Да? Ось він мав эти каптуры в этих сумках, лег спать и на голову себе одел один каптур, как не замерзнуть. Спить, раницей просыпается, беда. Сумки пустые, раскиданные, каптуров нема. Беда. По крайней глядит на вокал, а на древах, на пальмах сидят малпы. Кто такие малпы? Обезьяны. Да? І всі ці обезьяни, мавпи, мають на собі ягоні каптури на головах. І він убачив, що це таке, украли ягоні каптури. І він почав що, махати руками, кричати, да? І кидати каменями в этих мавпов. І вони на його погляділи, так само стали кричати, пищати. І замість каменів з древа кидали у його лимони. Да, кидали в його лимони. І він розслабився, зняв один каптур, кинув об землю. І вони так само убачили, що він робить, поздимали каптури, кинули об землю. Да? Що це значить? Що вони повторали те, що робив він. Коли б він робив добре, не зламався, вони так само не зламалися. Да? А так він робив древне. Ось, мої дорогі, в нашому житті, як ми так само не були такими часом мавпами бездумними, да? Що усі роблять, и я буду робить. То есть там каже бридкие словы, и я буду казать. Лениться учиться, я буду лениться. Не допомагає мамі, и я так само не буду помагати. І ось Пан Єсус для нас являється таким прикладом, як ми завжди були добрими. І раз добрі учинки дійшли до неба. Мы сказали с вами, что Пана Иисуса прибили до крыжа чим? Гвозди были, да, цвіками. І ось можемо так порівняти, що ті, хто прибивав його цвіками, вони добре робили чи древно? Древно. І ми так само, мої дорогі, коли робимо древно, коли кажемо древно, коли грошим, то так само, як биться ми молотком вибиваємо цвіки у руки і ноги Пана Єсуса. А коли робимо добро, то ми ці цвіки винімаємо з ягоних рук і ног. Как йому подобається, як він з нас був задоволений. Тому ось милований у часі Великого посту, але не тільки, завжди, коли живемо тут на землі, імкнемося до Бога, стараємося просити Божої ласки, Божої допомоги, як ми завжди вибирали добро, розбивали зла. Як той Данила завжди казали добрі речі, і так само, як не робили, як той купець, не робили древно, а не робили добре. Інше, яке будуть на нас глядіти, так само до Пана Бога учей прийдуть. Этого нам жадаю, а в этом молимся, нехай добрий Пан Єсус веде нас этим шляхом. Теперь мы вернемся на свое место и вызнаем нашу веру. Веру в один Бога, Отца всемогущего, Творителя неба и земли, всего вашего и неважного, и единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, и радусины веками, Бога от Бога, светло от светла,
Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зышел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова прийде в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилу и життя вечного в будущем свете. Аминь. За Бога, який свою любов єднає усіх людей в одну сім'ю, узнесем покорные молитвы. Молимся за святый костел, раскрывать перед усіми духовную вахту покаянную службу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого, які проводять реколекції, таких намаганий молитву принесли что-то днем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианов, які перестали молиться, обновили свою духовную верность с Паном Богом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які живуть по невозможности власним сумлением, как по сакрамент подаяння, поєднання, я не приймаю внутрішню спокою. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за померлих, яким найбільш потрібні наші молитви, як Пан одарив їх своєю милосердістю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутні, як ми вміємо використати цей час Божої ласки на шляху християнської досконалості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти Божьей милосердности для души спасенного Яна. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуть, Боже, наши молитвы и учини, как мы, наполненные Твоими дарами, с чистым сердцем Тебе служим. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Душа Христова, освяти меня, тело Христова, закования кровь Христова, напоение, вода Богу Христова, Духа Христова, умацуй меня, о добрый умочуй меня, у своих ранах укрый меня, не дозволь тебе покинуть. От ворога злого поранения нет, у годину смерти попища нет. И насколько тебе прийти, науча святыни хвалить тебе. Навеки вечные. Аминь.
Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу, як вяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже, щиро просим Тебя, нехай эта офяра очистит нас от провинов, и освятить души и тело Твоими, как мы могли одному делиться великодным святом, Христа нашего. Бог с вами. И с духом Твоим, О, сердце, возносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сапраўдні годна это і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучня, на святой горі даў і убачыць сянне сваёй хвалы. Каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта сведчылі законы і прарокі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит с именем Пана. Осанна на вышинях, осанна на вышинях. Сапраўдны Божа, Ты святы, храніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе всемагутны Божа. Освяці гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў себе на муку, взял хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў своим учням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам по вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім учням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть свою победесу, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть и смерть повстания Твоего Сына, офяруем Тебе память хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе.
покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які апостолі у надії на воскрешення, про спочилого Яна і про всіх у Твоїй ласці, одійшов з этого світу і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які страдали подобаюся Тебе, как зили и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, спасу все веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи, заховал нас от злого. Отче наш, который в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованные от всякого беспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя славцы нашего Иисуса Христа. Твое благодатство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Раду Божий, який отпускаєш, який світу, змилуйся над нами. Раду Божий, який отпускаєш, який світу, змилуйся над нами. Раду Божий, який отпускаєш, який світу, подари нас Твоє. Ось порядок Божий, ось той приберемо себе грехи світу, благословленные, покликанные на вершине Его. Как ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Ваш крижем мати стала, сльози болю проливала, на крижі бив Христос Син. Любовь мой сине одетый, чому невдячний в тебе привели до древа крижа, чому прийняли тягнутую корону, ви, які земля ходить, а помірку звертав до життя, бо вас крижа маті сала, сльози болю проливала, на крижі бив Христос Син. О, ви невдячний Створителю моему, и Он кормил вас манной пустыни, принял мамя самую землю, а меня вот даете отрекся от Христа. О, вас крыша мати стала, слезы болью проливала, на крижі бив Христос Син. Сонце згубило своє світло, моє очі світло, і бачу твою пахнутную смерть, і любить тебе допомогу. О, ваш крижа маті стала, сльози болю проливала, на крижі бив Христос Син. До сили крижу благословенная терра, великая твоя хвала, великая твоя совокупность сила. На тебе, Благословитель, прижиманная зашита. О, ваш крижа маті стала, сльози болю проливала, на крижі бив Христос Син. Мой Сине, возвеличивай Твою милосердность и мужность, Дину радуйте и цвети, дыроте моя неповорона, Твоя смерть стала для всего свету життя. О, ваш крижа маті стала, сльози болю проливала, на крижі бив Христос Син. Христе мой, Спаситель мой, вознесенный на крышу, не за свое, а за мое, ради ты так висишь. Пробачь мне, мой Господи, я кричу пред тобой, аж по рук слезы катятся, даруй мне, Боже мой. Твое имя хранит зовет бессмертной любви, даваниями пропитанными, планеты ласковы. Пробачь мне, мой Господи, я кричу пред тобой, от твоих слез катятся, даруй мне,
Боже мой. Твоей крылёй обмытая душа моя взлетит. У райские обители, как вечно с Богом жить. Пробачь мне, мой Господи, я плечу пред Тобой. По двору слезы катятся, даруй мне, Боже мой. Молимся. Милостивый Отче, принявший наисвятейший сакрамент, дякую Тобі за то, що на землі нам даєш нам уділ у житті небесних, раз Христа Пана нашого. Объявы душпастерские, другая неделя Великого Поста. 4 сакрамика в четверг вспоминаем святого Казимира. Так само в своих молитвах памятаем об нашем бискупе Казимиру. У нашей парафии розпочався час великопостных реколекций. Святые імші з наукою реколекційної пройдуть так само у понеділок і у вівторок, 1 і 2 сакавіка, у 8 годин раніці і у 19 увечері. Падчас реколекції буде магчимость скористатися сакраменту сповіді. Кожную п'ятницю Великого Посту вельми сердечно запрошаємо на святую імшу у 19 годин, а після на набоженство Крижового шляху, якое поведуть суполки нашей парафії. 5 сакавіка суполка, яка молиться за душі чистотєжичія, 12-го діти, 19-го суполка оборони життя, 26-го молодь, 2-го красавіка мужчини. Кожную неделю після святої імши у 10:30 співаємо пісні жальби. За гэтае набажэнства можна атрымаць адпуст зупэўны, які можам ахвяраваць альбо за сябе, альбо за кагосьці памерлага. Таксама за удзел у рэкалекцыях набожна можна атрымаць таксама адпуст. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адарацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце в інтэнцыі нашай радзімай. У суботу і ў нядзелю ад 14 до 19 годин. Іншыя дні ад 14 до 21. У нашай парафіі далей трываюць душпастарскія адведзіны. Записвацца можна ў святароў закрыстыі. Звяртаемся з вялікай просьбай записвацца на дзяжурства ў панядзелак і аўторак. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў да святога Арханёла Михала, четверг месяца, об покликаннях до службы Божией, пятница месяца, до Наисвятейшего Сердца Иисуса, суббота, молитвы до Наисвятейшей Панны Марии. Дякую сердечно усім сем'ям, які приймають нас подчас душпастерських адведзінаў. Дякуем за ахвяраванне на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, катехетичной залы, а так само тим, хто дежурить. З'явився новий номер часописьму Ава Марія, який можна набивати. Ось тут між іншими справа консекрації костела у Чижовце, так само некалькі артикулів адносно адыходу з кіраўніцкай пасады біскупа Тадеуша Кандрусевича, а я адхожу, але біскупам застаюся. Варта прочитать, как больше ведать про это. Так само для детей новый номер Валдахрая, який уже можно набывать сзади, как мы так само могли читать католическую працу, уже особливо в Великом Посте, а не только все життя. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імяніны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў ад перадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці і за нас, даручаючы кожнага па асобку апецы Маці Божай Ружальцовай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица,
в наших потребах, не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы, выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Святый Архангеле Михаиле, Виражи нас в змагании, будь нам обороной, супроть спокусы и вас от злого духа. Покорно просим, нехай яко знищит Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас Богу душ снують во свете. Аминь. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом Твоим. Боже наш Отче, нехай Твое благословение завсёды будет с верными Твоими. Учи их отданными послідовниками Евангелия Твоего одинародного Сына, кабы завсёды имкнулись до хвалы, стяги огонь Его обливши, дать нам было уважить апостолам и счастливые досягнули, раз Христа Пана нашего. Нехай благословить нас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Боже, Святый мощный, Святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, Святый мощный, Святый несмиренный, смилуйся над нами. Святый Боже, Святый мощный, Святый несмиренный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы, храни нас, Боже, от равновной и несладяванной смерти, стережи нас, Боже. Мы пришли, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. За ними свет, пролетающий звук, чтоб дошли вы к нему. Этот свет, любовь Христа, что привел для нас с Его раны Христа. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне. Но бессмертная любовь, хотя вновь и вновь убивают ее. Через крест научились любить, свое сердце дарить для всех. Иисус, посмотри на меня, дай мне огня.
Иисус, посмотри на меня, дай мне огня, любовь разожги во мне.